Нет сегодня пяди земли Ржевской, где бы мы не находили даже сегодня останки. Общие потери убитыми, ранеными, пропавшими без вести, попавшими в плен свыше 2 миллионов человек. В нашей братской могиле захоронены разные национальности. Много из Казахстана, с Урала, таджики, узбеки, молдаване, якуты. Я слушал и слышал якуты, которые были дальнозоркие, которые снайперы были такие известные, известны на всю армию. Страница одна из истории Великой Отечественной войны – это то, что здесь воевал ваш земляк Федор Охлопков, якутянин, ставший героем Советского Союза. Именно под Ржевом в 1942 году и советские солдаты, и немецкие оккупанты впервые услышали имя снайпера якутянина Федора Охлопкова. Там началась его история, история победы. Хотя тогда, почти 80 лет назад, до парада на Красной площади, звезды героя и признания было еще далеко. В тех сражениях многие и не надеялись выжить. Битву под Ржевом официальная советская история вспоминать особо не любила. Большой победы там не получилось, а немцев гнали долго, ценой огромных потерь. Маленький провинциальный Ржев в Тверской области во время войны оказался стратегически важным местом. Здесь находился крупный транспортный узел, соединяющий центр страны с Прибалтикой. Также для немцев это был прекрасный плацдарм для новой наступательной операции на Москву. Немцы поняли, что Ржев – это узловой. На Волге они верхние берега заняли, а здесь вот по периметру были закопаны 150 танков. Была колючая проволока. Местных жителей выгнали, чтобы они рыли траншеи противотанковые в 2 эшелона. Блиндажи у них были, доты, дзоты. Ржевско-Вяземский выступ. Немцы держали отчаянно. 2/3 группы армий «Центр» располагались на этом выступе. Это были, конечно, только немецкие соединения, очень много эсэсовских частей. И не в обиду защитникам Сталинграда, но там на стороне немцев воевали и итальянская армия, и румынская, и венгерская, тех, кого немцы за солдат не считали. Здесь только немцы. И поэтому каждый день в бой шли солдаты, здесь воевала вся страна. Вот так выглядит Ржевская диорама. Она воссоздает один день войны. Это 24 сентября 1942 года. Это ясный осенний день, но все небо затянуто дымом от огня. Посмотрите, советские солдаты наступают на немцев. Они гонят противника к берегу Волги. Причем нужно обратить внимание и на детали. Вглядитесь, все, что вы здесь видите, это оригиналы. Пулемет «Максим», каски, гильзы, лопатки. Все эти вещи были найдены здесь, в Ржевском районе. Это были жесточайшие бои и жесточайшие потери. Изучая историю, были указания вперед, вперед и вперед. Сегодня некоторые частные лица называют Ржевская битва, Ржевская мясорубка. А как же разговор идет, если о Ржевской битве 1 300 000 там погибших, 1 300 000, 1 400 000 погибших. Тысячи якутян принимали участие в сражениях под Ржевом, которые не прекращались в течение года. В декабре 41-го сюда перебросили и 375-ю Уральскую стрелковую дивизию, в которой служил Федор Охлопков. Он был вместе со своим двоюродным братом. Сначала он был пулеметчиком, пулеметный расчет у них был брать. Ну, в один из боев брат погиб. Был ранен на глазах. После этого Федор Матвеевич решил отомстить все за это дело. Ну, я так понимаю. В огне сражений за Ржев он стал обладателем снайперской винтовки, как один из самых лучших стрелков дивизии. И вот уже начинается его прославленный путь, в итоге которого он уничтожил 429 немецко-фашистских захватчиков, оккупантов. Сержант без промаха, мститель, истребитель зверей. Так называли Охлопкова военные корреспонденты. Причем имя якутского снайпера вызывало не только трепет у советских солдат, но и панику среди немцев. Вот, например, один факт говорит, о ее выдержке, когда у неприятеля появляется снайпер, сразу становится известно с ранений,
этих смертей солдат, да, что здесь появился снайпер. И специально, чтобы уничтожить этого снайпера, отправляли своих снайперов, да, самых лучших. И Федор Матвеевич, он участвовал в вот таких 11 дуэлях снайперских. И 11, соответственно, 11 раз он вышел победителем. Он прославился не только как снайпер, да, известные сражения, когда он, например, один защищал целую высоту, один отбил 3 атаки немецких. Все друзья, однополчане там полегли, он остался один и бегал от пулемета к пулемету, так целый день сражался один. Товарищ Хлопко своей храбростью не раз в трудные минуты останавливал паникеров и вел их опять в бой. Сейчас товарищ Хлопов является командиром отделения снайперов. Он уже обучил 9 человек отлично стрелять из любого положения. Это редкая хроника 60-х годов. Кадровый охотник Федор Хлопков дает мастер-класс. Как выследить дичь, не выдавать себя, замаскировать капкан. И ни слова о войне. Главное в охотничьем деле – умело замаскировать капкан. Сами понимаете, человек, который вернулся с войны, такой большой войны, да, конечно, он не любил рассказывать об своих геройских подвигах, как говорят родные. Просто не любил вспоминать о войне. Во время Великой Отечественной из Якутии на фронт защищать родину отправились 63 тысячи человек. 38 тысяч из них погибли. Еще 6 тысяч пропали без вести. Воины-якутяне покоятся в братских могилах в Белоруссии, Украине, Прибалтике. Есть свой мемориал и под Ржевом. Правительство Саха-Якутия одними из первых в Новой России пошли на установление памятников в тех местах, где погибли их земляки. И прямо хочу сказать, обелиск, который стоит на Ржевской земле, в честь воинов Саха-Якутия, погибших на территории Ржевского района, отвечая за свои слова, является одним из первых вообще на территории России. Вот так выглядит сам мемориал воинам-якутянам в деревне Филькино Ржевского района. Он появился здесь в 1994 году. И тут можно увидеть Сергеев камни, также вот орудия древних воинов народа Саха. И вообще здесь проходит торжественное мероприятие каждый год в преддверии 9 мая. Сюда приезжают делегации из Якутии, также приходят местные жители, чтобы почтить память тех героев, которые защищали нашу страну в Великой Отечественной войне. Вообще мемориал не такой маленький, как может показаться. Вот, например, площадка, на которой расположены мраморные плиты с именами защищавших, сражавшихся и погибших здесь воинов-якутян. Сейчас в этом списке около 600 имен, но он все время увеличивается, ведь поисковые работы, они не прекращаются, они продолжаются, и каждый год находят новые останки, которые можно идентифицировать, узнать, что это был за воин, и его имя обязательно тоже окажется в этом списке. Дело в том, что мемориал стоит не на захоронении, это просто место боев, но там нет захоронения, и поэтому это нам дает возможность сегодня безболезненно добавить вот эти 500 фамилий. Ну вот сейчас вот стоит вопрос о том, чтобы вот эти 552 фамилии 9 мая, чтобы они были. Ну и это важно, наверное, для родственников, да? Ну, конечно, в первую очередь для родственников, потому что я скажу так, что интерес вот есть с республики. Вот. Нет сегодня пяди земли Ржевской, где бы мы не находили даже сегодня останки. Об этом многое говорит. И доказательством этому постоянно проводимые поисковые работы. Я думаю, что даже жителям Саха-Якутии известно о проводимой экспедиции. Ежегодно, несмотря на то, что мы даже повторяемся по площадям поиска, находятся сотни останков, и, может быть, не так много, а для нас каждый человек ценен, с медальонами, но даже если мы находим 30-40 медальонов, а из них мы выясняем фамилии 15-20 погибших, ради этого стоит делать. Вот такие эбонитовые медальоны давали каждому советскому солдату. Внутри анкета, которую нужно было заполнить: имя, фамилия бойца, адрес родных. Получается, каждый солдат получал такой вот эбонитовый медальон. Он должен был оставить там на поясе, чтобы можно потом было идентифицировать. Да, кто Но именно вы говорите, это. что люди их не заполняли. Да, многие не заполняли. Почему? А потому что верили, что медальон смертный, если его заполнят, то значит погибнут.
По разным данным, всего в битвах вокруг Москвы во время Великой Отечественной войны погибло около 2000 якутян. Причем память о них жива до сих пор. Это Тверь, 125 километров от Ржева. Третий год подряд здесь проходит турнир по масс-рестлингу имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Для нас большая честь, для тех, кто с одной деревни, в одной деревне мы живем, Охлопков. В Крес-Хаджае родился, мы тоже да. И для нас это очень большая честь, потому что она проходит в российском уровне, федеральном. В Тверской области его чтят, его знают. И мы очень благодарны им, что они устраивают такие соревнования в честь нашего деда. Кстати, в Тверской области появится еще один памятный знак воинам-якутянам на холме Березуйский. В этом месте во время сражений в 1942-1943 годах несла большие потери 326-я стрелковая дивизия. Среди погибших 117 наших земляков. В этом году традиционные майские мероприятия под Ржевом проходить не будут. Но это не преграда для памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Тверская область.